Любые операции по обмену валюты вне банков будут караться сроком до 9 лет лишения свободы, заявил глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзада. Он подчеркнул, что менять иностранную валюту в республике можно исключительно лишь в банках и кредитных организациях, и всякий обмен вне этих учреждений является незаконным. В ближайшее время поправки, ужесточающие, по мнению банкиров, незаконный обмен, будут представлены парламенту для утверждения. Главный банкир страны заявил, что цель изменений – недопущение повышения курса иностранной валюты по отношению к национальной, которая, по его словам, в основном осуществляется спекулянтами. Впрочем, банкир пытался объяснить девальвацию Самани и другими способами, при которых всякий раз он как бы оставался невиновным. Вину за рост долларов он свалил даже на Россию, которая допустила 10 выходных дней в начале января. Из-за этого, мол, наши банки не смогли обменять рубли на доллары, поэтому произошел рост курса доллара к Самани. Как именно рубль влияет на курс Самани к доллару, банкир не разъяснил. Наверное, посчитал, что это само собой разумеется. До этого на совещании он же предлагал еще одну конспирологическую теорию обесценивания Самани. По его мнению, в республике есть некие заинтересованные круги, которые топят Самани. Кроме того, банкир сообщил, что все работники операционок могут не надеяться возобновить деятельность. Пусть около 1000 человек сейчас ищут другой способ заработка. Хотя еще месяц назад Национальный банк в ответ на митинг валютчиков заявлял, что после Нового года работа обменных пунктов будет точно возобновлена. До этого президент страны тоже отличился глубокими познаниями финансового рынка. Рахмон заявил, что курс Самани должен устанавливаться в банке, а не на рынке. Очевидно, он вспомнил советскую юность, когда курс действительно спускался сверху, а речи о рыночной экономике не было. Лекцию о зависимости курса национальной валюты от разных факторов, а не только от спекулянтов на базарах, для руководства Таджикистана прочла глава отдела экономики Института экономики РАН Аза Мигранян. Огромное количество безналичных, наличных расчетов, которые не включаются в оборот безналичной денежной массы. И поэтому банковская сфера здесь не полностью охватывает все процессы, проистекающие на валютном рынке. Поэтому здесь будет частичный охват интересов, не будет отражать реального состояния. Любое ограничение будет вызывать отток денежных средств в теневой сектор и, соответственно, рост курсообразования и объема обмена валюты именно в теневом секторе, что не жалко. За прошлый год Национальный банк Таджикистана произвел валютные интервенции, чтобы хоть как-то удержать Самани, на сумму 445 миллионов долларов. Это было сказано вчера. Банкир при этом категорически отказался называть общую сумму золотовалютных запасов, хотя, в общем-то, подобная информация у других стран открыта, она не представляет особой тайны. Он только туманно заявил, что эти запасы увеличились. Если принять во внимание, что в 2013 году они составляли $1 миллиард, то получается, что половина запасов уже истаяла. Между тем, глава таможенной службы Таджикистана Абдуфаттох Гаиб признал, что и в его ведомстве не все в порядке. Недосбор таможенных платежей составил 11%, вместо 512 бюджет получит только 450 миллионов долларов. Однако и это не предел падения. На следующий год будет еще хуже, отметил чиновник.